стала основной площадкой празднования Дня самбо в России. В это же время в столице республики прошел форум «За самбо» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Дворец борьбы стал основной площадкой празднования Дня самбо, а также проведения форума «Россия за самбо». Но я предлагаю вернуться на один день назад, чтобы посмотреть, как участники мероприятия добирались до столицы республики. Гости прилетели в Уфу на брендированном самолете «Самболет» авиакомпании «Россия». Авиасудно было раскрашено в красно-серые цвета, на нем изображены два борца, а также слоган «Говорим самбо, слышим Россия». Среди прибывшей делегации президент и вице-президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев и Анатолий Якунин, тренеры юниорской студенческой сборной страны, спортсмены, участники соревнований. По прилету гостей прямо у трапа встречали представители Министерства спорта республики, директор Дворца борьбы, кураист и девушки в национальных костюмах с традиционным башкирским лакомством чак-чак и кумысом. Все самбисты приехали сюда на форум такой прекрасный, праздновать наш день рождения. Поэтому мне хотелось поблагодарить Республику Башкортостан, весь народ Башкортостана, который сегодня нас встречает на этом прекрасном самолете. Ожидания самые положительные. Я уже второй раз здесь, в Уфе. Я знаю, как здесь тепло встречают. И как рады люди нашему прилету и вообще то, что здесь будет проходить конференция по дальнейшему развитию самбо в нашей стране. Поэтому спасибо за теплый прием. Во Дворце борьбы состоялось пленарное заседание форума. На мероприятии собрались представители всех регионов, более 500 человек. На повестке вопросы развития спортивной борьбы в России. Цифры действительно впечатляют, когда мы говорим о том, что у нас сегодня 600 тысяч ребят осваивают в вузах самбо. Это очень приличная цифра, и мы видим, что каждый год она очень быстро растет. Это говорит о том, что запрос есть, что у нас с вами очень серьезная и большая перспектива. Партия «Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры. Владимир Якушев отметил, что все 2 года реализации партпроекта «За самбо» в школах и вузах открываются новые секции. Еще одна инициатива – провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы. Мы с вами будем отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, поэтому хочу выступить с инициативой в каждом регионе организовать и провести турнир по самбо, посвященный Великой Победе. Думаю, что это будет правильно. На заседании отметили, перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населенном пункте был свой спортзал и секция самбо. Глава республики Ради Хабиров также в выступлении оценил значимость инфраструктуры. Одна из первых задач, которая перед нами стоит, это то, что развитие спортивной инфраструктуры должно стать главной национальной идеей, если хотите, дальнейшего нашего развития. И, конечно, мы всегда радуемся, когда и фракция «Единая Россия» в Государственном Думе поддержит наше решение, когда главы субъектов, соответственно, идут по пути строительства активного именно объектов спортивной инфраструктуры. Руководитель региона также рассказал об актуальных задачах. Одна из них – подготовка квалифицированных педагогических кадров. В зале смотрели, если основной костяк тренеров, который сидит по единоборствам, там разные тренеры сидели. И по самбо, я видел своих знакомых греко-римской, по вольной борьбе. Но мы придем к тому, что это пожилое поколение, они уже достаточно зрелые люди все, оно уйдет. Придет ли молодежь тренировать, это сложный вопрос, потому что социальное положение, этот социальный статус тренера нужно существенно повышать. В Башкортостане мы это делаем через программу «Сельский тренер». Более того, мы программу «Сельский тренер» сейчас сделали, подвид ее, сделали городской тренер для городов, потому что мы обратили внимание, в городах тоже тренеры нужны, в малых городах тренеры нужны, поэтому эту программу. С Всероссийским днем самбо участников форума поздравил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он высоко оценил роль спортивной борьбы в формировании системы ценностей подрастающего поколения. Глава Республики Алтай Андрей Турчак отметил, что в Башкортостане уделяют огромное внимание развитию спорта. Очень важно, что в Республике Башкортостан поддержке спорта, поддержке борьбы уделяется такое внимание. Я хотел бы еще раз, пользуясь случаем, Ради Фаридович, как уже представитель общественного совета нашего партийного проекта «За самбо», вас за это отдельно поблагодарить. Спасибо вам большое. Говорили, что занятия самбо воспитывают характер и патриотизм, а также о том, что в зоне спецоперации среди бойцов есть много тех, кто прошел школу спорта, школу самбо.
Мы вот пока в кулуарах были, я одно очень трогательное слово Дениса Владимировича скажу. Денис Владимирович Пушилин, он шел и говорит, жизнь ведь показала, он уже сколько лет на передовой, жизнь показала, что те военнослужащие, которые обладают навыками самбо, они больше оказываются шансов выжить и добиться боевого успеха. Я вот напротив меня, буквально я сейчас вот гляжу, Ренат Культуманов сидит, мастер спорта по самбо. Покажись, пожалуйста. Сергей Сталин, он очень скромный человек, но я когда-нибудь его уговорю все-таки написать, дай бог все закончится, много чего нужно рассказать, и пусть он расскажет. Но, во-первых, от этого, знаете, волосы дыбом встают, через что ему пришлось пройти, и как ему помогли навыки самбо. Практически его спасли, и он выполнил боевое задание. Поэтому очень важно, на самом деле, очень важно, чтобы мы поддержали, развивали самбо. В первую очередь крепость духа, любовь к родине, закаляет характер. Но борьба самбо очень много развивает навыков. И эти качества очень необходимы. Вот нам, участникам специальной операции, воинам, очень необходимы эти качества. И благодаря этим качествам, как уже и глава наш отметил, что тот, кто владеет своим телом, приемом борьбы, ему легче выполнять боевые задачи и больше шансов, чтобы выжить. Также в рамках форума сразу на нескольких площадках прошли обсуждения ключевых вопросов по развитию самбо в нашей стране. На дискуссионных встречах поднимался вопрос проекта самбо в школы и вузы, которые сейчас активно развиваются по России. Помимо этого, говорили о проектах самбо на селе и адаптивное самбо, организацию соревнований. Форум – это действительно важное мероприятие, где у нас есть возможность поделиться проделанной работой, рассказать некоторые секреты, показать на собственном примере, как развиваются проекты за самбо в своих регионах. Такие определенные подсказки. Кстати, на форуме презентовали книгу «Команда самбо Мэтры», одним из авторов которой стал Сергей Елисеев. В этой книге, изданной Всероссийской Федерацией самбо при поддержке партийного проекта «За самбо», собрано несколько десятков биографий, более сотни редких снимков, уникальные свидетельства истории этого вида спорта. Это уже книга номер 2. Первая книга у нас вышла о людях, которые занимались самбо, но проявили себя в других отраслях. Кто-то стал ученым, кто-то стал космонавтом, кто-то президентом. Мы об этих людях рассказали в первой книге. Она красного цвета у нас и выглядит приблизительно так же. А в этой книге мы рассказали о людях, которые создавали самбо и которые сегодня живут. Они создали школы, центры, подготовили чемпионов мира, Европы. В рамках форума в Уфе в 3-й раз провели крупнейший всероссийский детский турнир «Звезда». Впервые он прошел в стенах нового дворца борьбы. Там же состоялось пленарное заседание форума «За самбо». Прежде рука берешь слово и борешься. Делай. Турнир «Звезда» собрал 1800 спортсменов. Традиционно соревнования посвятили памяти героев России. Я хочу поблагодарить правительство Республики Башкортостан за такую прекрасную организацию соревнований. И, конечно же, все мы сегодня присутствуем в таком прекрасном дворце, я бы даже назвал его храмом спорта. Глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что первое спортивное мероприятие в новом дворце борьбы проходит именно в рамках международного турнира самбо. Нам очень радостно видеть, что в этот дворец борьбы пришло очень большое количество ребят, мальчики, девочки. Нам очень приятно, что пришли родители посмотреть, чем, как, где будут заниматься, с кем будут заниматься их дети. Спортсменам я хочу сказать, занимайтесь спортом. Неважно, какой это вид спорта. Самбо, борьба, дзюдо, куряж. Сами принимайте решения, занимайтесь. Но главное, занимайтесь спортом. Со словами приветствия к спортсменам, тренерам и болельщикам также обратились глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Они пожелали спортсменам красивой и честной борьбы. Участвуют именно те, кто связывает свою жизнь со спортом, связывает свою жизнь со здоровым образом жизни. Поэтому, конечно же, это про будущее нашей страны. Официальный старт соревнованиям дал президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, а юные спортсмены произнесли клятву самбиста. Быть достойным самбистом России, любить свою родину, готовиться стать защитником своего отечества. Клянусь! В
В соревнованиях «Звезда» приняли участие юноши и девушки до 16 лет. Они отметили, что условия, которые созданы во Дворце борьбы, мотивируют их на красивые поединки и победу. Приехал побороться на этом турнире. «Звезда» замечательном. Очень понравилось проведение. Все очень красиво. Церемония открытия вообще просто потрясает. Так что очень рад тут присутствовать. Самбо – это очень уникальный вид спорта. Самбо содержит в себе борьбу и самозащиту. Самбо – уникальное отечественное единоборство, система воспитания. История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Как только в стране стартовал федеральный проект «За самбо», республика активно включилась в работу по развитию этого вида спорта. Естественно, мы как один из регионов Российской Федерации, мы абсолютно на 100% включились в реализацию федерального партийного проекта «За самбо» и являемся одними из лидеров в реализации этого проекта. Мы провели огромное количество мероприятий, и очень сильно у нас самбо продвинулось в части увеличения количественных показателей среди школьников, занимающихся самбо, так и качественные достаточно у нас большие результаты. Мы в этом году имели победителя первенства мира по самбо, наша звездочка Алия Мухаметьянова. В этом году уфимцы Даниил Егоров и Михаил Здоровец вернулись с медалями соревнований Приволжского федерального округа. В Кстово спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды. На Всероссийской летней универсиаде среди башкирских самбистов отличились Владислав Сорокин и Екатерина Тужилова. В республике возводятся спортивные объекты, внедряются программы для поддержки тренеров и атлетов. В регионе реализуется программа «Самбо в школу», где на уроках закладывается база для физического развития детей. На сегодняшний день 37 образовательных учреждений республики ввели в расписание занятия по самбо. Центр образования номер 26 имени Сулейманова одним из первых вступил в программу всероссийского проекта. Здесь самбо считают не просто спортом, а системой воспитания. В нашем центре образования самбо на данный момент уже 4-й год. И в начальной школе это внеурочный час. Поэтому дети с удовольствием этим 3-м часом физкультуры пользуются и с удовольствием приходят на уроки, как вы видите, физкультуры, то есть самбо. Тренироваться самбисты будут и в новом центре борьбы. Здесь уже прошел день открытых дверей для детей и родителей. Для них это была возможность осмотреть дворец борьбы изнутри и познакомиться с такими видами спорта, как дзюдо, грэпплинг, вольная борьба и самбо. У меня вот средний сын, старший сын. Старший сын дзюдо уже ходит как раз в эту федерацию 1,5 года. Живем мы здесь, буквально через дорогу. Большим ожиданием ждали открытия дворца. И когда нам объявили, что сегодня день открытых дверей, очень обрадовались. И вот пришли. На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня, сборы и тренировки. Но главное, на занятия потянутся ребята со всей республики.